أبزيرشمز يحاخب شوا زيجي درويج حراحاقو بابسو كولتوراشتجه درويج يرا يحتوب عسسجه أبسو كولتوراشتا غواشكوا آخرتويد وابزيلا شعبي وخا يحتوب يشوش بوي بشا بجابنا بشاكم كوا يخا يرتشدزنا يحتوب عسسجه وسنакха а музыка дара дзирачахойт. Сегодня у нас в гостях участники второго сезона нашумевшего проекта классической и полуклассической музыки «Гагра Классик». Организатор, певец, директор Дома культуры, организатор разных концертов, мероприятий Дмитрий Пипия, преподаватель Сухумского музыкального училища, автор-песенник, замечательная Манана Братухина, заслуженный артист Абхазии, актер, певец Рубен Дипелян, солистки Государственного камерного оркестра Республики Абхазия, флейтистка Курочкина Анастасия, также скрипачка Стелла Борисова, концертмейстер, пианистка, заведующая учебной частью детской школы номер 1 имени Константина Ковача, также солистка Государственного оркестра народных инструментов Абхазии имени Утара Хунцари, замечательная Тамара Шанава, преподаватель, певица Аида Смыр, замечательная солистка Абхазской государственной филармонии, солистка Государственного камерного оркестра Республики Абхазия, лауреат международных конкурсов «Нано-Черкезия», солист Абхазской государственной филармонии, также лауреат международных конкурсов. Хочу отметить, что он был солистом Московской государственной консерватории Алхас Ферзба. Замечательная певица, педагог по вокалу, участница международных форумов, наша всеми любимая Мадина Кварацхели. Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья. Спасибо, что вы нашли время посетить нашу студию. Хотелось бы обратиться к организатору этого мероприятия. Дмитрий, расскажите подробно, как вам пришла идея. Я, насколько знаю, в этом месте в советское время проходили какие-то мероприятия. Ну, как вы реанимировали, можно сказать? Я начну, пожалуй, с достижений отдела культуры администрации Гагрского района. У нас ежегодно введено немало мероприятий, которые не входили в государственный план государственных мероприятий. Эти мероприятия, вернее идеи, которые впоследствии становятся мероприятиями, они родились коллективно вместе с моими замечательными коллегами. Мы придумываем интересные вещи, интересные проекты, которые пытаемся реализовывать. Данная площадка, можно сказать, не функционировала все послевоенное время. То есть эта сцена в советские годы жила активной культурной жизнью. Там проводились различные мероприятия, там выступали такие большие звезды советской эстрады, как Юрий Антонов. Там совсем рядом в летнем кинотеатре выступал Владимир Высоцкий, Алла Пугачева, Иосиф Кобзон. Туда приезжал Фазиль Искандер. Это Приморский парк, да? Да, это в Приморском парке города Гагра. Понятное время, что в послевоенное время все это пришло в запустение, но вот мы стараемся как-то последние годы реанимировать данные площадки, на которых пытаемся реализовать очень интересные проекты. Ну, это очень важно, это поднимает имидж страны. Как вас встречали гости? Я, насколько понимаю, летом проходило это мероприятие, и, наверное, было много гостей. Данное мероприятие мы, можно сказать, провели второй сезон. Это мероприятие будет у нас проходить ежегодно 20 августа. Да. Вообще, хотелось бы подчеркнуть, что данный проект и все проекты отдела культуры полностью финансирует администрация Гагрского района, за что огромная благодарность руководству. Также все наши проекты поддерживает заведующий отделом культуры. Там большая часть туристов была или это была смешанная аудитория? Это была смешанная аудитория. Мы специально назначили такую дату, чтобы это был туристический пик. Пик туристического сезона, когда мы нашим гостям могли бы показать и эту сторону культуры, что абхазские артисты, музыканты могут показывать не только национальный колорит, но и классическую и полуклассическую музыку, где можно услышать замечательные старинные русские романсы, где можно услышать мировые шлягеры советской эстрады, шлягеры абхазской эстрады, ну и послушать прекрасную инструментальную музыку. Это живая музыка. Конечно, да. Я пропустила.
У вас есть фото, видео, чтобы мы зрителям показали фрагменты из этих концертов? Да. Сладко снег, но любовь у нас наяву сейчас. А как вы приглашали артистов? Почему именно эти артисты, которые сегодня у нас? Это ваша команда, так можно сказать? Нет, это не команда. Мы, конечно, артистов отбираем, ну, по характеристикам тембра в первую очередь, да. То есть там нету такого свободного исполнения любых песен. Там есть определенный регламент, формат произведений, которые должны звучать. Там должны быть в обязательном порядке романсы, в обязательном порядке что-нибудь из абхазской музыки, эстрадная или классическая, полуклассическая. И мы смотрим, кто подходит больше тембрально, да, в данное мероприятие, обращаемся к этим артистам. Вот у меня такой вопрос к музыкантам. Сразу ли вы согласились участвовать в этом проекте? Потому что, насколько я понимаю, это не ваш формат. И планируете ли вы в этом году принять снова участие в 3-м сезоне? Согласились сразу и вообще без всяких размышлений, потому что это интересно. И там у нас не было готового материала, нам пришлось готовить его самим, но мне кажется, у нас получилось. И, конечно, если будет 3-й сезон, мы будем тоже участвовать. Как встречала вас публика? Вот была обратная связь? Получали от этого удовольствие? Да. И вот этот формат именно, мне кажется, более выигрышный, чем если была бы фонограмма. Когда живые артисты, живые инструменты. Они это подпевали всё, вам? Да, живое. Моментами, да. Мне кажется, от этого получает музыкант огромное удовольствие. Вообще живая игра или живое пение это создает атмосферу. И то есть вот атмосфера это очень красивая, вечерняя Гагра, очень красивая, прекрасные, там луны большие такие. Я думаю, что запоминающееся было событие. И еще очень интересно, имела ли эта площадка какое-то определенное название в советское время? Или это было просто место, где в Приморском парке собирались артисты как-то без определенного названия? Вообще в советские годы Гагарский парк является одним из самых красивых и вообще разнообразных по своей флоре на Кавказе, один из самых интересных больших парков, да. Но в своем роде этот парк уникален. В советские годы это был парк культуры и отдыха. То есть советские граждане, трудясь, да, неделю, 5 рабочих дней, потом приходили в этот парк получать хлеба и зрелищ, так скажем. Да. Данная площадка, наверное, не имела никакого названия в советские годы. Не могу сказать, утверждать, но мы ее так назвали по-простому «Малая сцена» Гагарского Приморского парка. Поэтому, если кто-то когда-то услышит, да, данное название, уже будет знать, где это находится. Можно сказать, что это еще одна такая интересная площадка для концертов? Безусловно. У нас вот именно заведующая отделом, это Мадина Исоновна Бганба, заведующая отделом культуры, мы с ней долго размышляли, какой можно придумать интересный формат, которого по факту в стране больше нет. Мы долго думали. Не скажите сейчас, о чем часы подхватят. Да, ради бога, мы готовы поделиться идеями и опытом. Я только за, чтобы в каждом районе нашей республики развивалась культура во всех ее сферах. Специально под это мероприятие был приобретен электророяль. Специально под это мероприятие. И когда мы приобрели этот рояль, мы поняли, что у нас есть возможность сделать такой синтетический жанр, да, уже можно сказать полуклассической музыки, показать нашему зрителю, нашим гостям что-то новое. Вообще данный формат, он пришел очень резко и неожиданно. Я, если не ошибаюсь, в городе Сухуми встречали какую-то делегацию вот Абхазского драматического театра. Увидел как раз, что вот Тамара Владимировна со своими коллегами, они играли какой-то этюд. И меня это так вдохновило и впечатлило, что... Да, и у меня сразу как бы сложилась картинка, что формат должен быть именно такой. Потом мы еще добавили туда гитару,
в данный ансамбль и планируем расширять и разбавлять еще другими инструментами. Вот рояль у фонтана, получается, не только красивые песни, такие для души, Эстетика. а еще и вкусный пейзаж, да, атмосфера такая особенная. Вы это искали, когда планировали организовать этот концерт? Поступило предложение сделать что-то в таком формате уже в Гагре, естественно, когда я узнала, в каком именно месте, я так представила, думаю, ну это, конечно, будет очень интересно, необычно, и сразу понимая, кого нужно позвать для того, чтобы именно название Гагра Классик, когда уже понимали, что это будет, в принципе, больше пропаганда классической музыки, но с элементами, может быть, внедрения туда и эстрадных песен, потому что аранжировки какие-то, может, новые, они не совсем, не все песни звучат, может, в привычном формате. Это было интересно зрителям слушать, не скучно, чтобы не говорить, что скучная классика, да, нет. Сделать так, чтобы вот они слушали. И мешать это и с классическими романсами, и со старинными романсами. Где-то даже намеки были на какие-то арии, да, вот мы с Наной пробовали. То есть такое, чтобы вот посмотреть, как люди на это реагируют, и в промежутке между этим вставлять уже более эстрадные вещи, но под аккомпанемент именно классических инструментов. Вот в этом и суть. И почему я очень благодарна, что есть у нас такие замечательные дамы и профессионалы в своем деле. Я, правда, это такое спокойствие и удовольствие. Во-первых, у них есть интерес к чему-то креативному и новому, у них есть к этому навык, то есть у них есть эта возможность это реализовать. Потому что не для всего есть ноты, не для всех песен. Это мы знаем уже такие внутренние наши дела. То есть выбираем песню, все, они, как говорится, снимают свою партию, делают, репетируют, и уже вот... Потому что иногда с фонограммы нужно просто услышать, а для этого они прекрасно, как бы они с этим справляются. И вот команда вот именно в таком составе, мне кажется, идеальна. Я очень признательна нашим коллегам, в первую очередь Тамаре, которая впервые меня пригласила. Она рассказала о том, что есть проект, которым руководит и организовал Дмитрий. И, естественно, зная этих людей, слыша о них, я с удовольствием откликнулась вместе вот с Анастасией, работая с ней в команде, откликнулись на этот проект, и он достаточно успешен. И я надеюсь, что он будет долгосрочный. В чем его изюминка и в чем его находка? Вот сейчас коллеги сказали о том, что он единственный своего рода. Действительно, это так, потому что я большой период времени жила в России и не понаслышке знаю, какие проекты существуют, как они организуются, как они внедряются. И вот эта команда творческих людей, которые Дмитрий сказал, что это не команда, я считаю, что это команда, потому что она просто прирастает, да, теми людьми, которые достаточно интересны, которые работоспособны. То есть не обязательно и не однозначно быть только творческим, нужно быть еще достаточно мобильным, гибким, желающим работать, да, и уважающим и творчество каждого человека, да, и понимающего творчество, потому что мы все разноплановые. Вот наше участие и сотрудничество мы считаем очень приятным для нас, музыкантов, которые работают в камерном оркестре. И надеемся на то, что мы еще будем работать и творить. Чтобы мы окунулись в то, что вы рассказываете, и на вкус, и на слух почувствовали то, о чем вы говорите, давайте мы послушаем одну музыкальную композицию. А кто нам споет? С Мадиной Кварацхели. Мадина, что вы нам споете? Песня «Нежность» Бахмутова Добронравова. Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, так же падает в садах листва, и куда-то все спешат такси, только пусто на земле одной без тебя, а ты летишь, и тебе
звезды свою нежность. Так же пусто было на земле, и когда летал Экзюпери, так же падала в садах листва, и придумать не могла земля, как прожить ей без него, пока он летал, летал, и все звезды ему отдавали свою нежность. Артисты в Абхазии не зарабатывают большие деньги. Было ли такое, чтобы вы хотели уйти и начать что-то другое? Были такие переломные моменты у вас? У меня никогда. Ну, чтобы выгорали тогда? Нет, периоды? Это невозможно. Если человек творческий и занимается искусством, в первую очередь он ставит творчество, искусство впереди, Конечно. а затем уже финансы. Ну, Естественно, без финансов сложно, но однако мы творческие люди, поэтому там, где находимся. Ну, там когда есть. у человека создается семья, и мы понимаем, что расходов больше, это же Не, естественно, влияет ну, очень. Ну, на нашу хотите жизнь. поговорить на эту Слушайте, тему? можно я скажу? Давайте Это такой поговорим. хороший Если, вопрос. если эта тема важна для артиста, Мне кажется, это для каждого. давайте поговорим Потому на что эту у нас, тему, если хотите. У меня это был момент, недооценивают когда я сюда переехала из артистов. Москвы. Как раз это очень хороший вопрос. Потому что я поняла, уже начиная здесь жить, я поняла, что нет системы шоу-бизнеса вообще. Нету продюсирования, нету гонораров. Артисты ждут свадеб, нету выступлений, нету площадок. Авторских прав. Нет авторских прав, ты можешь Да. петь все, что хочешь, Самая и кто-то большая тебе может. проблема — нет Да, авторских кстати, прав. мы вот одну. Мы не защищены. Мы не абсолютно. защищены. И у меня было ощущение, что зачем я буду тут заниматься творчеством и пением, если это никому не надо. То есть если я натыкаюсь только на свадьбы, на государственные концерты, на которые меня и то уже изредка, да, как бы приглашают не потому, что это не подходит, или, ну просто жанр, который пою я, он не имеет никакого здесь, мне кажется, места. И даже уже вне зависимости от жанра. Ну, Дим, ты меня поддержишь, я думаю, да? Тут мы зависим от себя, сами себя делаем, сами себя продвигаем, сами себя... Да. А кто должен? Ну, Я думаю, как что- происходит в других вот я странах? думаю, Вот про что- шоу-бизнес вы говорите. Конечно, Кто поскольку я должен выросла в продвигать? Москве, И вообще, жила как эта там система работает? Как? Да. Я увидела эту кухню шоу-бизнеса немножечко, часто выступала со звездами российской эстрады. И как нужно? Я понимаю. Кто должен? Кто должен? У артиста должен быть промоутер, либо продюсер, либо директор, человек, Агент. который его продвигает. Потому что мы, творческие люди, не можем себя сами пиарить, рекламировать, даже вести Инстаграм. Называется Есть определенные грамотно люди и даже. Мы правда должны надо, заниматься поддержите своим меня. делом. Потому За это что я не должен права. говорить администратор, директор. Вот мне очень еще А мы интересно. как люди духовные всегда отходим, что ой, популярность нам не нужна, ой, не надо, я у вас денег не возьму. Тебя приглашают как артисты, говорят, там, у нас сегодня гонорары нет, можете нам помочь. Но у нас возникает в голове вопрос, ну мы же приходим красивые, ухоженные, хочется, конечно. Ну, вообще-то это наша профессия, как бы это ни звучало. Вот задавали некоторые люди вопросы, а что, ну что вам стоит спеть? Ну, это понятное дело, там, где нужно, мы всегда, не всегда мы за деньги поем, да? Но это наша профессия. Человек, когда приходит на концерт, слушай, да, вот 1,5 часа, допустим, концерт идет,
он получает эмоции, вот за что он платит. Мы даем эмоции. Это важнее всего. Это как медитация. Человек в этот момент, он погружается в музыку и отключается от всех внешних проблем. Вот за что человек, собственно говоря, и платит. А лучше этого это оздоравливает. Да, шучу, потому что мой папа, когда был период, я участвовала всегда в благотворительных концертах, и папа говорит: ты что, говорит, благотворительная певица? Тебе когда-нибудь будут платить? На прошлой передаче говорили о том, что в Абхазии нет музея музыки. Как здорово было бы, если у нас еще оперный театр открылся. Скоро мы будем экспонатами музея музыки в нашей стране. Мы, как артисты, не думаем о доходе, прошу прощения. Но тот, кто приглашает, должен об этом думать. Да, я понимаю, может, вообще на такую тему сошли. Еще есть одна проблема, я считаю, что это проблема. В Абхазии ну, не принят райдер. То есть вообще к этому относятся как к какому-то капризу. Если артист куда-то едет на какое-то мероприятие, если он попросит о чем-то, то это принимается как каприз или, как обычно говорят, звездная болезнь. Но на самом деле это очень важно. Я выступала недавно на одном мероприятии, где артисты были разного уровня, разного возраста, то есть разного статуса, и совсем были юные, разного жанра. Вот Манана не даст соврать, она присутствовала на этом мероприятии также. Стаканов воды не было, так нельзя встречать. Я хочу обратиться к организаторам мероприятий в Абхазии, чтобы они обращали внимание на эти вещи, потому что наши артисты, они приезжают так же, как и все остальные, на работу. И я думаю, что надо с уважением относиться к любой профессии. В Гаграх такого нет. Поддерживаем. Так как Дмитрий сам артист и знает, и он нас встречает прям, знаешь, за стульями. Да, вот здесь. Давайте это оформим такой вот действительно емкий ответ, потому что на самом деле один из огромных плюсов. И, это правда не может не удивлять. И, кстати, это и удивило, и поразило в первый же момент, когда был уже совместный этот проект, как все организовано. О райдере речь шла, то есть все там, звукорежиссер прекрасный, там свет, там все. Сейчас не буду говорить о моментах там фуршета, и все это вообще не обсуждается. Абсолютно все предусмотрено, потому что, в первую очередь, человек, который этим руководит, он сам артист, и сам через это все прошел. И это видимо, в этом соль всех проблем, что люди, которые непосредственно должны заниматься организацией и заботиться о своих подопечных, так Нет, сказать. Тамара, нам они вчера должны... организовывали концерт, Я не тоже говорю артисты. об этом. Мы говорим сейчас, это очень, значит, такие, это очень печально, это очень печально на самом деле, потому что артист, музыкант не всегда человек. Да, вот это всегда можно я культура, добавлю? не Можно всегда очень культура. жалко, И да. тут хотелось бы сказать, это не лесть, это просто это констатация факта. Что Так то, и что есть. касается мероприятий Гагрского района, то есть именно города Гагра, вопросов нет вообще. То есть можно поучиться и на самом деле поблагодарить за отношения, за вкус. Собственно, это уровень, это прекрасно на самом деле. И в плане, кстати, гонораров тоже там все очень симпатично Можно и еще приятно. добавить такой момент, что Гагра всегда отличалась тем, что она всегда встречала Это точно. с определенным там райдером, всегда встречали с хлеб-солью, и всегда учитывалось, что артист может, жажда мучает, хочет выпить, может перекусить хочет. При всем при том, что Гримерки. Гагра особо собирает вокруг себя интеллектуальных, классических и творческих людей. На И самом это деле, продолжается, да, действительно. огромное спасибо. Это сейчас без грамма лести, но Мадина Да, без Расуловна, пока я ее Да, оттуда да. помню, у нее всегда было все для артистов, с учетом пожеланий артистов. Спасибо, я выражу благодарность от лица всего отдела культуры администрации Гагрского района. Вы знаете, очень много приходит положительных отзывов у наших горожан о работе отдела культуры Гагрского района. Это, чтобы не звучало как какое-то самопохвальство, это заслуга не меня, ни одного меня, это заслуга огромного коллектива, который работает в этой сфере. И уже не первый год, с большими усилиями, конечно, мы немного смогли изменить направление данной отрасли в Гагрском районе. Еще раз скажу огромное спасибо руководству нашего района за то, что мы находимся под их полным финансированием. Они поддерживают все наши проекты
учитывая райдеры, учитывая, да, те моменты, Гонорары, да, расходная газ, часть, которая может понадобиться на оплату, да, артиста, вернее его выступления, на то, что артист может проголодаться, о том, что это так, если уже говорить по-простому, и вообще данный концерт Гагра Классик, он выступил такой новой площадкой, где могут скооперироваться интересные, креативные люди. Вот как Тамара уже говорила о том, что мы пытаемся использовать, да, разные инструменты, да, исполнять эстрадные песни под сопровождение классических инструментов. Это своего рода, как я уже ранее говорил, синтетический жанр. Когда задумывался этот проект, ставки делались именно на таких людей, на классических певцов, которые, конечно, безусловно, украсили наш концерт. Даже гости, которые потом приходили, благодарили, да, за данный концерт, за данное мероприятие, не всегда, другие, может, надеюсь, не обидятся, но они всегда отмечали наших именно оперных певцов, что они были просто как изюминкой данной программы. Вот что касается Аиды Смэр, да, она сегодня присутствует в нашей студии. Мы знакомы еще со студенческих времен. Находилась на учебе в городе Санкт-Петербурге в Институте культуры. И вот я много раз с ней связывался на различные мероприятия. Она просто не находилась, да, в Абхазии. И потому, как только она вернулась вот сюда, я узнал, что она окончила Институт культуры. И мы пытаемся привлекать и Аиду в том числе, и также других молодых талантов в наши мероприятия. Институт культуры по специализации? Эстрадно-джазовый вокал. Я бы хотела, вот сейчас Дима отметил, что я училась в Питере. Когда мне Дима предложил поучаствовать в данном проекте, я с большущим удовольствием согласилась, поскольку у меня тогда еще были мысли о том, что вот в Питере я пою с составом живым, это очень все здорово, классно, мне бы хотелось и дальше продолжать. Также я понимала, что в Абхазии это очень сложный момент, и я думала, вот бы и в Абхазии у меня была бы возможность выступать с живым составом. И тут звонит Дима. Я поняла, что вот он, судьба, это знак, да. И я, конечно же, приняла предложение с большим удовольствием. Вы сегодня вечером нам споете? Конечно, безусловно. Давайте тогда сделаем музыкальную паузу. C'est une oui, tout ce qu'on m'arrive. De quel corps et toujours un mystère. Je donne des prix de silence. Et nous répond, il m'en veut passagère. Lui, oui, un seul aura souffert. Pour que mon corps sache qu'il est toi vie. Désormais, il est tout de toi. Prête-moi le tion, encore une fois, laisse. Moi rêver dans l'eau des bras. Oh, laisse-moi te mettre pour la première fois. C'est presque pour ta peau. Je donnerai mon âme à la chaleur de ton amour. Vois mon cœur qui s'enflamme. C'est presque pour ta peau. Je donnerai mon âme à la chaleur de ton amour. Vois mon cœur qui s'enflamme. Louis, je vole sur le souvenir. Je ne connais pas plus grand bonheur que celui d'où tu vas sourire. Coin de peau, coin de soleil. Louis, je t'envie, ne rêve en arrière. Lâcher des tours, lâche tes faussaires. Ne pas toi de silhouette. Et non est bon, à ton absence laisse. Moi rêver dans l'eau, tout des bras. Oh, laisse-moi te mettre pour la première fois. C'est presque pour ta peau. Je donnerai mon âme à la chaleur de ton amour. Vois mon cœur qui s'enflamme. C'est presque pour ta peau. Je donnerai mon âme à la chaleur de ton amour. Vois mon cœur qui s'enflamme. Ah, tout agréé dans ton don qui se lève.
derrière l'église, tourner bras et suspendre. C'est pour toi mon amour, moi je dois rigoler. Depuis nos mains toujours, moi je t'aime enragé. Tu me dois des secrets, tu me dois des sommets. Mais quel mal m'a pris, tu me grandes de Louis. C'est presque pour ta peau. Je donnerai mon âme à la chaleur de ton amour. Vois mon cœur qui s'enflamme. C'est presque pour ta peau. Je donnerai mon âme à la chaleur de ton amour. Vois mon cœur qui s'enflamme. Mais quel mal m'a pris de me rendre de lui. Mais quel mal m'a pris de me rendre de lui. Талантливейший актер, люблю его смотреть. А тут еще и красиво поет. Вот расскажите, как вы попали в этот проект, о котором здесь ребята все восторженно рассказывают, и что вам ближе? Театр или музыка? Театром я занимаюсь с 11 лет. Я пришел в детскую студию вот, в стены Русдрама и остался. И вот уже больше 17 лет у меня официального стажа. С учетом того, что еще я пришел ребенком, там уже около 20 лет я... А кто тогда вам преподавал? Жордания, Джамбул? Конечно, Анна Юригяна и Джамбул Жордания. Вот, и они привели меня, по сути, в театр. И театр уже прям родное, то, что под кожей, то, что каждый день, чем дышу, живу. А в музыку, именно вот в эстрадное пение, желание было всегда. Но была куча комплексов, опять же, проблема с тем, как пою, что пою. И к моему счастью, вокруг образовались друзья, близкие, которые в этой сфере профессионалы. Этот проект «Гагра Классик» был для меня сложен тем, что, опять же, одно дело записать в студии, да, что-то подготовить заранее, а живое выступление очень сложно. И если во время спектаклей все равно ты нервничаешь, когда ты выходишь на сцену, артист всегда нервничает. Но ты там знаешь, что ты делаешь, ты в этом профессионал, это твоя стезя, ты как рыба в воде. А тут, конечно, каждый раз это может быть, надеюсь, что это со сцены не видно, но внутри буря, трясет. Вот. Это абсолютно разные ощущения. Вот вы сказали, что абсолютно у вас разные. были некоторые комплексы. Хотелось бы продолжить эту тему. Сложно ли артистам, вот вам всем, взаимодействовать с публикой, со зрителями, говорить со зрителями? Особенно, ну, это касается, наверное, тех концертов, когда вам приходится несколько песен подряд петь. Ну, есть ли какой-то такой стоп? Или это все легко и просто? Я не могу сказать, что мне легко. Ну, вообще, если можно сказать, сложности они всегда есть, но вот возвращаясь к этому проекту, благодаря Дмитрию, вот уникальность этого проекта вообще в том, что камерная, она такая свободная, и в то же время, почему Рубену сложно, потому что в театре, например, есть паузы, где, в музыке ты ограничен в музыкальные временные рамки, да. Ты пока музыка идет, ты не можешь, не остановишься, ничего. А в театре можно паузу сделать, обыграть еще что-то. А здесь нужно спеть и еще со зрителем как-то быть, контактировать, и обмен энергией идет. Ты зритель не обманешь, если ты не настоящий. Кстати, вот этот мост между артистом и зрителем, он не всегда. Если ты начнешь с собой любоваться, там, играть что-то, это искусственно, ну, не примет тебя. Ты чувствуешь энергетический посыл. Вот ты один человек стоишь, всю энергию отдаешь, но зато все, кто тебя слушает, они тебе возвращают эту энергию. И уникальность этого проекта, опять возвращаясь, тем, что оно в Гаграх, этот парк красивый, вид на Гагрыбш, горы, море, еще вот этот зритель, невозможно не вечером, прочувствовать до конца. просто там удовольствие выступать. Получается, в год один раз вы встречаетесь в таком составе? Да.
И состав меняется. Состав артистов меняется. Да, А нельзя периодически сделать несколько что-то дней? меняется. Ну, это уже фестиваль. Ну, И здорово. интересно, Интересно, да, если бы это Дмитрий, не обижайтесь. Интересно то, что он сделал такую программу, вот, где классическая оперная музыка и в то же время неоклассик, и классическая эстрада, и вот театральные певцы и так далее. Вот мы все разные, в этом вот есть своя изюминка. Подумайте. А гагринцы, они приобщены? Конечно. Приходят, они смотрят концерты? Вы знаете, в Гагарском районе, Когда говорю конечно... концерты, все равно мне обидно, что это в год один раз. Вот, Да, вот а надо если бы это было бы фестиваль. несколько дней, например, неделя такой не скучной музыки, Ну, вы скажем, знаете, не может скучной быть, когда-то классики. мы сможем произвести какую-то коллаборацию с нашим оркестром, да, государственным. Может быть, что-то подобное и мы сможем сделать. Почему нет? Мы планируем привлекать туда еще новых артистов, молодых артистов, расширять состав ансамбля, да, и давать более громкую огласку данному проекту. Жители Гагарского района уже приобщились к этому проекту, они его ждут, благовременно хотят знать, будет ли в этом году данный концерт и какие будут участники в этом концерте. Да, какие будут участники этого концерта? Расскажите. Ну, это мы с Тамарой, да, и заведующей посидим, как говорится. Сделаем сейчас музыкальную паузу. Рубен нам споет. Рубен, споете нам? Лунная мелодия. Автор Брейнбрук. В час, когда приходит ночь, и как вчера точь-в-точь мой день в тишине растает мне волшебница луна на струнах из дождя, но свой мотив сыграет. Лунная мелодия нежно зазвучит вдали, чтобы душа и сердце вновь могли согреться. Лунная мелодия, это звезды плакали по любви моей, ушедшей за собою, вдаль вела меня лунная мелодия. В час, когда слова пусты и сожжены мосты, и дни тяжелы, как цепи, миг все вдруг произойдет, и музыка спасет, вновь разольется в небе. Лунная мелодия нежно зазвучит вдали, чтобы и душа, и сердце вновь могли согреться. Лунная мелодия, это звезды плакали по любви моей, ушедшей за собою, вдаль вела меня лунная мелодия. Лунная мелодия. Ты выбрал совершенно потрясающую песню. Я вспомнила моего педагога по ансамблю Валерия Брейдбург. Это супруга вот Кима Брейдбурга. Она вела у нас в Академии Гнесина ансамбль. И, кстати, вот, Рамина, твой вопрос про мост со зрителем. Да? Всегда ли выстраивается? И была еще работа с режиссером. Как раз они нам рассказывали о том, что есть люди, которые обладают каким-то, не знаю,
магическим способом от природы, наверное, да. Марк Бриль, например, да, который не пел, а просто говорил на сцене, у людей были мурашки. То есть не обязательно петь. Вот там и в России Иосиф Кобзон, Алла Борисовна Пугачева. Таких артистов очень мало. Но я знаю, что есть люди, у которых есть этот талант, но они его не могут использовать. Это очень огромная работа. Называется работа с режиссером. И на самом деле, уже учась в академии, я поняла, что не всегда важен голос у артиста. Очень важно быть артистом. Когда вы говорите быть артистом, имеется в виду актерское мастерство, харизма? Харизма. Это не просто выйти и спеть, а рассказать. Рассказать Историю, о чем ты поешь, что ты в этот момент чувствуешь. Не просто главное, не переборщить. красиво спеть. Да, не переиграть, да. Ну вот вы вовлеченно, что-то очень вот в мыслях, эмоции вы даете, да, вы внутри этой песни, внутри этих событий. Да. И вдруг вы видите, как человек там в первом ряду по телефону говорит, переписывается с кем-то или жует жвачку. Ой, вот это больная вот, тема вообще. Это сколько это отвлекает артиста, Сильно. сбивает с мысли? А меня не отвлекает, например. Ну, смотрите, есть, смотря какой жанр. Если мы говорим об эстрадном жанре, да, там все громко, как бы не перекрывает. А когда идет речь о классическом концерте, как правило, ну, это нас, артистов, отвлекает. И немножко расстраивает, потому что то телефон зазвенит, да, то они разговаривают громко, так громко, что ты уже не слышишь то, что ты поешь. Да, такое ля-ля-ля-ля-ля, там обсуждение всей жизни. Да, и потом, не знаю, вышел. А особенно, когда ходит во время концерта, ну это вообще пик. А я, знаете, еще нервничаю, когда вот какой-то концерт, а человек встает и уходит. Ну, вот я это, начинаю так смотреть вы на этого артиста. Это правильно. Таким образом вы говорите своим поведением, что встали и ушли во время выступления артиста, что вы его просто и не главное, когда они уважаете. еще предупреждены, им это уже заблаговременно им говорят, выключите Ну, как телефон, так? даже в театрах, да, предупреждают и через рупоры, через все, уже и в личку, и смс-ками присылают. Нет, а про цветы, Когда зрители идут до кулис, чтобы передать цветы. Ну, это мило, это мило. Но это когда концерт сольного артиста, я думаю, что это нормально. Когда идет какой-то, есть же какой-то рекламент. Ну, всякое бывает. Люди по-разному реагируют на разного плана музыку. Непонятно им что-то, вроде бы сложное. И надо просто к этому... Это наш народ. Один раз так сделает, кто-то скажет, может, дернет. Ну, не делай. Где-то на 5-й раз, может быть, дойдет. Ну, в общем, да, правила просто... поведения немножко озвучили, как Просто надо себя скажу вести. таким зрителям, что может казаться, что артист не замечает этого. Артист все замечает. конечно. Каждый шорох, каждый телефон засветился, кто-то повернулся, кто-то артист все это замечает, потому что у артиста Тамара есть не момент замечает, я скажу восприятия, почему. он Тамара должен так воспринимать всё уходит в вокруг. музыку. Я даже замечаю, что она, когда играет, она даже не смотрит на артиста, потому что она полностью в этой музыке. Я сегодня наблюдала, даже иногда закрывает глаза. Но это, мне кажется, музыкантам, мне кажется, легче, чем артистам в этом плане. Ну, певцы, они стоят лицом к зрителям, конечно, это все видно. Есть преимущество, когда пианист сидит, и глазки ничего не видят. И снова музыкальная пауза. Для нас поет великолепная Мана. Мана, что вы нам исполните? Ну, я исполню «Любовь настала» Раймонда Паулса и Роберта Рождественского. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Теперь пою не я, любовь поет. И эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала, так как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется, и вся планета распахнулась для меня. И эта радость
сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Как много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Когда известные артисты российские приезжают к нам петь, и абхазские артисты с ними выступают, почему-то я заметила такой тренд, что споет какая-нибудь звезда из России, и момент, когда абхазские артисты выходят. это наши. Наши такие, ну это мы слушать не хотим, и уходят, и зал пустят. Ну слушайте, наши артисты, поддержите, похлопайте. Из Гагра Классик мы перешли в возмущение. Нет, это интересно. Зрителя тоже надо воспитывать, аудиторию тоже надо воспитывать, поэтому давайте мы немножко их раскритикуем, если они нас слушают. Если тот человек, который встает во время концерта, уходит, пусть будет вам стыдно, артист все замечает. Они смотрят эту передачу, такие люди, я вас уверяю. Можно я скажу, что было самое интересное? То, что в основном публика была русские, отдыхающие, туристы. И им вот эта программа, которую как раз Дмитрий Эдуардович поставил, эта планка была, я думаю, что достойно этот вечер был проведен, особенно этот первый, позапрошлом году, да. То есть нам подыгрывала даже природа. Сами зрители, которые они нас вдохновляют. Мы когда поем, я вижу, что человек растворился. Это дает такую энергетику. Но когда этот человек спокойно сидит на тебя, смотрит, жует, отвлекается, встает, не думая о том, что есть правила поведения. И сколько ни говори, одно и то же у нас это повторяется. Опять-таки, зритель, смотря какой, очень важную роль играет. Как мы любим смотреть приезжих, но когда приезжие смотрят на нас, мы себя совершенно другими ощущаем артистами. Точно. Востребованы. У нас другое уважение. На нас наши же смотрят. Ой, впервые знаю все. Хотелось бы наоборот. Хорошее, но давайте тут. Тамара, вы хотели продолжить. Горькая правда. Чтобы именно наши люди Мама меня нас же как бы поддержала. и вдохновляли. Я говорю, это как бы это долгий путь. И мы, надеюсь, придем к тому, что это все искоренится. И на такие мероприятия будут приходить люди, которые действительно готовы к восприятию такого материала, такой пищи. Когда на концерте выступаешь, там совсем другая обстановка, да, волнуешься, переживаешь, потому что зачастую это бывает где-то импровизация, где-то все, да, на такой вот, где-то вздохнул, может, артист не там, непривычно тебе певец, да, мы люди, это живой, это потрясающий адреналин, когда это все по-настоящему, вот так. И в чем и сложность именно организации таких мероприятий, то есть это озвучить все эти инструменты, да, еще и в таком месте, еще и дистанция со зрителем маленькая, ты вот рядом с ними, то есть как будто бы вот они рядом, ну вот прям с тобой на сцене находятся. Это, кстати, другая история. Когда ты на сцене находишься, зрительный зал там, и бывает зачастую, когда там темно, и ты этого не видишь, ты чувствуешь, что я вот здесь делаю свое дело, они вот там все где надо. А здесь стираются эти границы, совсем другие ощущения. В этом и плюс, в этом и минус.
Вот, допустим, в студии, что касается вот таких форматов, это сложнее, вот честно. Я начинаю, когда дело записи касалось, все, сидишь, Ну, у еще и тебя камеры, ошибка. Да, возможно, это сложнее, сковывает. правда. И приходится войти в свое естественное, может быть, состояние, сейчас так громко звучит, но попытаться услышать, например, вот его вещь, да, это же аранжировка, скажем так, моя, да, наша. Вот, то есть она не в таком виде вот совсем как бы, сыграла один раз так, второй раз, в принципе, примерно так, но уже все равно по-своему. Да, и просто отключаешься, потому что сюда отвлекаешься, туда, волноваться начинаешь. За него тоже переживаешь, потому что знаю, как он это все через себя пропускает, понимая, что где-то, может, какого-то навыка не хватает, где-то вот именно, потому что как артист, как актер театра, там вопросов нет. Там уже профессионал, там вышел и пошел. А здесь все он это понимает, потому что он думающий. Вот тут, в этой студии, можно что-то перезаписать, да, что-то поправить, перенастроиться и все заново начать. Но когда у тебя уже концерт, у тебя нет второго шанса произвести первое впечатление. Первый проект, когда был «Гагра Классик», как раз мы вышли, я пела Пугачеву «Не отрекаются любя». Значит, у нас скрипачка должна была играть, мы репетировали, убивались, все было прекрасно. В день концерта меня объявили, значит, я вышла, атмосфера, луна, представьте, здесь самого принца нету физически, но дух его присутствует, все было прекрасно. И Тамара Владимировна вовсю сверкает, рояль, атмосфера в черно-белом, в общем, дресс-код. Я чувствую, чего-то не хватает. Чего-то нам не хватает, и я понимаю, что нас должно быть ровно, почему-то нас двое до сих пор, и уже к финалу песня подходит, и больше никого нет. Мы завершили, мы поняли, что у нас скрипачка исчезла. В итоге мы это обыграли, там, где должна была играть скрипачка, проигрыш, и Тамара, профессионал своего дела. А что случилось со скрипачкой? Все в как детектив. В итоге мы завершили. Запарились. Значит, я разворачиваюсь, Тамара остается на своем месте, поклон, все, никто ничего не понял вообще, что должно было произойти. Я захожу в гримерку, наша за кулисье стоит Стелла с бычок в руках и скрипит. Она такая, ладно, тут не хватало скрипки. Что-то тебе надо было так быть. Я прозевала. Встречаем Нану Черкезия. Нана, что вы нам споете? Я спою произведение «Дым» Керна. Встречаем Нану Черкезия. Мы встретились с тобой ночью голубой, и окутал нас облаком своим яблонежный дым. Дым все скрывает, дым счастья молодым. Вся душа полна дымкой золотой призрачного сна. Жизнь прошла, и нет в душе тепла, любви отзвучал напев. Яблонь цвет замел твой легкий след, с ветвей давно слетев. Мы встретились с тобой ночью голубой, и окутал нас облаком своим яблонежный Хочу, во-первых, поблагодарить Дмитрия за приглашение. Я участвовала в первом сезоне. И
Я и Алхаз певцы оперные, но мы не отказываемся от всяких, ну, как бы других жанров, потому что нам это интересно. Дмитрию спасибо, потому что он понял, что ну, мы можем пойти на контакт. Не все оперные певцы, кстати, любят такие коллаборации, петь эстрадно или там, ну, в общем, с синтезом заниматься. Не все любят. Поэтому спасибо за чуткость, что, ну, понял, что мы готовы к работе и к экспериментам. И хочу сказать, что да, организация прекрасна, и пусть будет это в пример всем нашим городам, дорогим, любимым, да. Берите, пожалуйста, пример с того, как нужно работать, как нужно уважать, ну, относиться к артистам. Ну и большое спасибо вашему руководству города Гагра, потому что ну, у вас вышестоящие люди такие, ну вот, творческие, понимающие, ответственные. Респект Юрию Львовичу Хагуш. Мы можем так сказать? Безусловно, конечно. Конечно, я от всей души хочу сказать огромное спасибо, правда, руководству нашего района, заведующей отделом культуры администрации Гагарского района, это Мадине Асоновой Бганба, заместителю главы района Хани Владимировне Гунба, главе района Юрию Львовичу Хагуш за поддержку, за то, что они поддерживают все проекты отдела культуры. Потому что это очень важное направление не только для нашего района, а в общем для нашей страны. Там, где нет культуры, там нет нации, там нет народа. Абсолютно Я очень рад, правильно. что наше руководство это понимает. Заведующих отдела культуры каждого района мы можем пригласить на передачу и пообщаться с ними о том, Также что можно происходит у них директоров в районе. домов культур Да. нашей страны. Да. Я с удовольствием приму участие в данном проекте. Ну как сделать так, чтобы вот действительно, допустим, взять Сухум, да, чтобы тоже такая же поддержка финансовая была у всех наших учреждений? Ну как этого добиться? Потому что мы с Алхасом Надо прийти с идеей. работаем в филармонии, у нас очень много идей, у меня и моих коллег, всех наших солистов, но из-за того, что нет поддержки финансовой, мы ничего не можем показать. Были отказы? Ну, конечно. И государственный бюджет, возможно, Бюджет, не да, выдерживает естественно. вот такие затраты, но культура меценатства. Ну, Во всем что-то мире надо существуют решать. люди, которые, ну, богатые люди, у кого бизнес развивается, они обычно всегда поддерживают такого рода культурные проекты. Может, этой традиции нам не хватает? Ну, знаете как? Или этой тоже? Нам- Сохранилась вся культура, и картинные галереи, и культура, они спонсировали нынешними словами, да, меценаты, потому что они были очень грамотны, образованы, разбирались в искусстве, в культуре, поэтому это очень важно. Нам часто задают вопрос, почему вы не даете концерты в холодное время года, да, зимой. Объясняем. Потому что у нас не отапливается зал. Есть проблемы технические, из-за которых мы не можем давать концерты. Не потому, что мы не хотим этого делать и не Мы можем. каждый месяц смотрим. То есть- Вот сейчас вот нам предложили в Гагру переехать. Мы с удовольствием Нет, приедем, это будем как бы, давать знаете, концерты. просьба какая-то. Ну. В этом году филармонии 100 лет. Это И крик мы души. собираемся Это крик пригласить души. сюда Дарите артистов вам филармонии. Прекрасные Мы пригласим, руководители, и мы но просто нам поговорим об нужна этом. помощь финансовая. Прежде всего, ну, исправить какие-то технические моменты в самой филармонии. Вот яркий пример того, что вот не было концертной площадки. Он мне рассказывал историю, вот, где мы выступали на летней площадке, концертная площадка. Вот. Она вся заросшая была, там практически сцену не видно было. Вот они привели в порядок, чисто, красиво, когда увидел, о, какая красивая сцена, ага, говорит, а вот смотри, там кадры есть, там, и так Потому далее. что нужно Вот человек, когда жить хочет, этим, да, надо он любить понимает, это и вот, и приобщает. И... Пусть нам споет. Споет. Да, я выбрал, на мой взгляд, прекрасную композицию. Это старинный русский романс, который называется «Утро туманное», на стихи Ивана Тургенева, музыка Абаза. Утро туманное, утро седое, Нивы печальные, снег
закрытые, нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые, вспомнишь и лица давно позабытые. Вспомнишь обильные страстные речи, взгляды так жадно, так нежно ловимые, первые встречи, последние встречи тихого голоса, звуки любимые тихого голоса, звуки любимые. Вспомнишь разлуку с улыбкою странною, многое вспомнишь, родное, далекое, слушая рокот колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое, глядя задумчиво в небо широкое. Просто вот слушаю вас и вижу, как вы восторженно говорите о концерте, который проходит один раз в год. Вот яркий пример, то, что, допустим, если говорят, вот наш народ не привыкший к классической музыке. Концерт, то, что проводится в Гаграх, и эстрадная музыка, классическая эстрадная, то есть то, что хотят люди слышать, и в то же На время любой вкус, вот мы да. классические романсы поем, да, старинные романсы в классической форме, и мы прививаем народу, это слышат. В совокупности он слышит и то, что хочет, и то, что слышал, и чтобы воспитываться на классике. Да? Вот верно. можно вот такие концерты делать. Я бы хотел дополнить касаемо вот того, что у артистов нет площадок, допустим, да, для реализации тому и тому подобное. Это, конечно, одна очень большая проблема, да, нашей страны в том, что сегодня молодой начинающий артист, певец, зачастую это очень талантливые люди, они не могут самореализоваться в силу того, что у них нет финансов. Допустим, записать какую-то песню, да, купить текст, снять клип. Это стоит, вот коллеги меня поддержат, и все в курсе, они знают, каких огромных зачастую денег это стоит. Понимаете? Вот у меня по этому моменту есть такая идея, что если бы на государственной основе существовала бы хотя бы одна звукозаписывающая студия в нашей стране, которая была бы, да, под финансированием нашего государства, где, проходя, допустим, худсовет, та или иная песня могла там записываться бесплатно, создаться аранжировка. Сейчас я не говорю, жанров очень много. Да, есть такие жанры, которые могут противоречить нашей идеологии, а есть жанры, которые могут противоречить нашему менталитету. Конечно, чтобы там подобная музыка не звучала, не писалась, можно создать худсовет, который будет отслушивать тот или иной материал и допускать к записи, либо нет. Если эта песня реально может
на сегодняшний день развивать эстрадное искусство в нашей стране. Что скрывать, сейчас аранжировки очень Очень. хорошие, меньше 150 Да, тысяч, это все очень Записать дорого. альбом уже от 1,5 миллиона до 5 миллионов. Ну и так далее. Качественное. И Мы же не так хотим. далее. Да, да. То есть, С оркестром это вообще даже уже не мечтаю. Ой, ну а студии, которые классическую Вот, вы музыку понимаете, записывают, вообще. вот это- такая вот идея. Вообще подобные нас студии нет. существовали еще в советские годы. Тогда, конечно, все это функционировало по-другому, но мы ради продвижения эстрадного искусства, именно эстрадного искусства в нашей стране, я думаю, что можно рассмотреть такой вариант. И это бы смотивировало талантливую молодежь не бросать. Вот, кстати, у меня был такой период, когда я хотел бросить заниматься эстрадным жанром, искусством, петь, потому что не было возможности как-либо самореализоваться. И вообще Ну, никакой лишь бы возможности. это потом тоже не превратилось по связям, деление артистов. Ну вот поэтому нужен худсовет, как и Худсовет, сказал Дмитрий. да, Обязательно абсолютно в любой независимый организации худсовет. должен быть худсовет. Хотела поблагодарить, вот мы забываем музыкантов наших благодарить, вообще просто Да. вот, знаете почему? Потому что когда я вот давала концерт с оркестром в Руине, когда мы, то есть люди, которые, вот я позвонила там, ребята пригласили меня в Руин, да, допустим, не меня, любого артиста, собирать сразу музыкантов, он один. И знаете, мы часто это делаем бесплатно даже. Вот просто нам не платят, нету гонорара, то он говорит, ради бога, я с тобой. То есть это люди, которые служат искусству, Вот служат. именно, служат, Почему-то вот правильное слово. реально люди, которых надо ценить. Мои друзья, я вот что хочу сказать, что вы говорите, чаще бы такими мероприятий не хватает. У меня мероприятий хватает. У меня вообще и работа такая, что каждый день что-то придумываем. И играю я каждый день с детьми в школе. Я концертмейстер на вокальном отделе. У нас эти зачеты, концерты, много мероприятий. Это совсем другая история. Часто такое тоже не должно быть. Это должно быть, вот знаете, вот как отшлифованное, что-то такое вкусное, то, чего люди ждут. Вот этот концерт, он должен для меня, я знаю, в августе будет, ой, он что, как выглядит, ой, там надо подумать, как Это сделать, праздник, какую да? песню, Праздник в аранжировку году. на нее, и заранее думать. Все равно выходит дедлайн, то есть в последний момент все. Ну, так, ну, на самом деле это праздник для меня. Я вот всегда думаю, что вот это будет действительно что-то грандиозное. Но, опять-таки, если бы во главе стоял не просто артист, да, он человек. И вот мы с ним, ну, я считаю, что как-то тоже судьба свела, и мы сдружились, и есть многие точки соприкосновения именно вот и в жизни тоже. И это играет свою роль. Для меня, в первую очередь, имеет значение человек как человек. Да, да. Потом уже он, ну, так мне посчастливилось, что мои подруги, они просто сумасшедшие певицы какие-то, да, и я обожаю этих, да, сумасшедшие. Сумасшедшие в смысле сама Во всех, Аркадия. в прямом смысле, во всех смыслах. Да. Потому что это действительно близкие мне люди. Мадина, Нана. Аида — это маленький цветочек, с которого это счастье, что вообще мы с тобой встретились, и обязательно в дальнейшем мои вот есть планы с ней что-то делать. Значит, ты меня не любишь. Я ждала. Не только тебя, и не только Нет, ну я же опять связи, Шучу, понял? шучу, конечно, если бы ты бы музыку так не чувствовал, мы бы не делали бы такие Нет. прекрасные Ну да, романсы. В 10 раз ответственнее, когда еще рядом с тобой твои близкие и люди, с которым ты неравнодушен. Вот и все. А, к счастью, это так и есть. По-моему, этот проект, он как раз в себе собирает людей, которые, во-первых, любят это дело, которые знают, как это делать. И на выходе, мне кажется, это будет действительно такое очень Коротко, кто еще хочет интересно. высказаться? Рубен? Я бы хотел сказать спасибо, во-первых, Дмитрию за то, что я попал в этот проект, для меня это огромный опыт. И по поводу того, что такие мероприятия, концерты должны быть чаще, потому что артист растет только тогда, когда выходит на сцену. Абсолютно верно. Только тогда, только в таком случае и никак иначе. Он может дома там что-то для себя, но мы выходим для народа, для людей, неважно какой жанр. Эстрада, классический вокал, театр. Мы делаем это для людей, и мы растем каждый раз как профессионал на сцене. И чем чаще мы выходим на сцену, тем артист становится профессиональнее. И еще вот дополнить хотел бы, вот артист в основном воспитывает
народ. Конечно. То, как он выглядит, то, как он себя преподносит, это очень важно. Эталон. Да, потому что это культура, это искусство, и народ, когда часто видит классическую музыку или вообще эстрадную классику и так далее, у него слух развивается, Формируется вкус правильно. формируется. Это так же, как хорошие книги читать, да, Конечно, вот сейчас это то говоришь же о том, самое. что главное, наверное, Хорошее не то, кино что ты смотреть, звезда или, вот да, да, ты и ты профессионал. Качественно, да. Я бы хотел сказать огромное спасибо всем присутствующим здесь артистам. Это не все артисты, которые принимали участие в данном проекте в 2 сезонах. Спасибо всем вокалистам, которые поддержали за интересную работу, за этот репертуар. Я надеюсь, что данный проект будет иметь продолжение в других городах. А что касается того, что в Гагарском районе есть абсолютно полярные проекты. Есть проекты национального характера, есть детские проекты. Об этом как-нибудь я в другой раз подробно расскажу. Всем огромное спасибо. Я надеюсь, что увидимся на Гагра Классик. Здесь присутствуют люди, артисты, многих из которых я тоже знаю с самого детства. Действительно, вы все большие профессионалы. Мы гордимся тем, что наша республика имеет такое достояние. И я вас всех очень благодарю за то, что вы нашли время и пришли, рассказали нашим зрителям о таком важном мероприятии, как Гагра Классик. Спасибо вам большое. Какие выводы я сделала для себя, послушав вас? Талантливые люди есть. Нет звукозаписывающей студии, которая вам необходима. Концертные площадки, чтобы это была, может быть, не только филармония или же какие-то праздничные даты, праздничные концерты на площади, а вот именно концертные площадки, может, не такие большие. Также гонорары, райдер учитывать, да, чтобы учитывали организаторы всяких разных концертов, райдеры. Еще что-то я забыла. Обогреть филармонию. Обогреть филармонию. Защита авторских прав. Все эти концерты, чтобы публика приходила. А как одним словом можно назвать человека, который, вот как вы сегодня приводили в пример Диму, как называется эта профессия? Администратор, менеджер, продюсеры. Совокупность многих профессий на самом деле. Именно конкретно я могу обозначить, как звучит менеджер социально-культурной деятельности. Говоришь прям все в цвет. Ты приходишь на мероприятие, стоишь у колонки 2 часа, а может, ты откуда-то голодная приехала с работы. Тебе даже не говорят, может, вам воду? А вы не голодны? Ну просто хотя бы посадите. Накормите Мадину. А если ты скажешь... Там, где артисты, много воды, сока, потому что весь наш лимонад выпили сегодня, теперь будем знать. На этой оптимистичной ноте Алхас Ферзбанам споет? Я вам спою известный романс Шереметьева на стихи Пушкина «Я вас любил». Любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимой, быть другим. Я вас любил
дай вам Бог, любимой, быть другим. Апсу культура ашта и снаги артуп, а культура уарзы. Шуме хыцла. Абзерз. Арахай бабойт, абзерз.